Служба Стройжилтехнадзора и прокуратура республики завалены жалобами жителей Коми на высокие корректировки за тепло. Размер в некоторых случаях доходит до 25 тысяч рублей. Всему виной, говорят специалисты, студеная зима. Февраль в прошлом году был самым холодным по северо-западу за 120 лет. Впрочем, как выяснили во время проверок, некоторые корректировки рассчитаны все же с нарушениями в сторону увеличения. Ольга Коняева продолжит. Количество обращений по поводу высоких корректировок на тепло от жителей Коми в надзорные органы превышает прошлогодний объем. Больше всего жалоб приходится на службу Стройжилтехнадзора региона – порядка 1000 домов. В 23 Ударского, Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского районах были выявлены нарушения. Плата начислена неправильно, в большую сторону. Впрочем, на Ударе уже исправились. Но проверки на сегодня еще продолжаются. По словам специалистов Стройжилтехнадзора, корректировки ежегодно вызывают недовольство граждан. Поэтому в ведомстве предлагают перейти на новый способ оплаты за тепло. Я сама проживаю в доме, где начисление платы осуществляется только зимой. В зимние месяцы мы платим больше. Понятно, что это январь, февраль, март, если он холодный. Зато весной и осенью мы платим незначительные суммы, летом не платим вовсе. Ну и огромный плюс – это отсутствие, конечно же, корректировки. Сегодня свой выбор сделали уже 500 домов региона. Остальные платят равномерно каждый месяц и получают корректировки. Но жильцы этих домов тоже могут изменить способ начисления за тепло на общем собрании собственников, а протокол передать организации, которая предъявляет квитанции. Правда, такая возможность есть только в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета. Их нет в так называемых деревяшках, аварийных зданиях, которые уже идут под снос, а также в тех домах, где необходима реконструкция системы теплоснабжения. А поскольку они не могут быть оснащены приборами учета, соответственно, искусственно увеличивать им норматив практически на 33% в месяц – это очень большая сумма. 54 квадратных метра – это 2000 рублей. 2000 рублей для бюджета семьи сельской – это достаточно большая сумма. Кроме того, могут пострадать все льготные категории граждан. Особенно это касается одиноких пенсионеров, проживающих в больших по площади квартирах. Они однозначно пострадают при новом введении, потому что, как правильно говорит Ирина Константиновна, иногда стоимость в отопительные месяцы, особенно на севере, значительно превысит максимальный размер субсидий. И мы одним региональным стандартом мы его завысить до какого-то невозможного не сможем. И таких подводных камней немало, поэтому участники совещания подчеркивают, к теме перехода на новый способ начисления платы за тепло нужно относиться очень аккуратно. И сейчас самый лучший выход – пока оставить право людям выбирать, платить на протяжении года или только в отопительный период. Ольга Коняева, Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.